Может ли когда-нибудь закончиться яма-нияма? Наступит тот самый момент, когда практикующий может сказать себе: все, я прошел ступени ямы-ниямы, можно теперь их оставить. На самом деле это какое-то неправильно искаженное понятие. Если мы что-то оставляем, мы должны к чему-то прийти. Если мы оставили что-то, какую-то практику, какие-то ступени, то что происходит сейчас? То есть мы что, вернулись к старому? Или появилась какая-то другая альтернатива? На самом деле яма-нияма, и, кстати, не только яма-нияма, это не ступени и даже не части. Мы используем эти фразы, чтобы у нас все-таки было какое-то понимание. Иначе мы не сможем о чем-то говорить. Ступень подразумевает какой-то этап, который ты проходишь и оставляешь, и переходишь на другую ступень. В моем видении это несколько грубое описание. Части, наверное, более подходящее, если сравнивать со ступенями. То есть это то, что составляет часть целого, причем неотъемлемую часть. Как рука есть часть тела, или палец часть руки. Мы не можем рассматривать это отдельно. То есть оно существует в едином, целом организме. На самом деле у нас всегда эти подсказки есть. И этот мир, он такая интересная матрешка. И в каждой точке мы можем раскрыть вот это многообразие, глубину, двойственности и недвойственности, вот это единство. И яма-нияма, если мы говорим в контексте именно этих двух аспектов, я бы назвала их аспектами реальности. Можно назвать это формой сознания. Можно назвать это состоянием сознания, аспектом реальности, что, в общем-то, есть одно и то же. И это не то, что вы попрактиковали и бросили. Это то, что всегда присутствует. Это даже не то, что присутствует, оно пронизывает реальность всегда. На разных, абсолютно разных уровнях. На тех уровнях, на которых мы способны эту реальность воспринимать. Все зависит от нас. Когда вы приходите в йогу, самостоятельное изучение или изучение с учителем, вы воспримете ровно то, на что вы способны в данный момент времени. Это можно сравнить с сосудом. Вы приходите к огромному океану. Вы можете прийти к океану с маленькой пробиркой и набрать немножечко воды, а можете прийти с огромным кувшином. И вот то, сколько вы унесете, то и будет вашей йогой, то и будет вашим духовным путем, вашей реализацией. На самом деле реализаций в йоге очень много. И ограничить йогу
какой-то одной реализации, какого-то одного аспекта, будь то осознавание пустотности какого-то одного аспекта или осознавание праны в каком-то одном аспекте или состояние сознания в одном аспекте. На самом деле этих реализаций очень много. И мы не можем йогический путь, цель йогического пути, мокша, определить каким-то ограниченным мирским понятием. На самом деле можем, но это будет лично ваше понимание на данный момент времени. Но фактически реализаций в йоге множество глубин. Это можно сравнить, например, с праной, жизненной энергией. Прана, кундалини шакти, жизненная сила – это одно и то же. Это одна и та же сила. Шакти – сила, творящая мироздание. Она всегда присутствует, она всегда есть. Но то, как она себя проявляет, в какой частоте и в какой чистоте, и как мы способны воспринимать, у этого очень много глубин. Например, если взять аспект поднятия кундалини, да, есть такой термин «поднять, пробудить кундалини», кундалини шакти. Возникает такое ощущение, но раз мы ее поднимаем и пробуждаем, значит, она у нас спит. На самом деле это не так. Но и этот термин мы тоже не можем отмести, иначе у нас просто развалится весь путь. И мы не достигнем какой-то реализации, останемся на одном том уровне, который нам сейчас доступен. И вот термин, допустим, поднятие кундалини подразумевает, что она у нас опущена или спит, да, не пробуждена. Мы должны ее якобы пробудить. Но на самом деле кундалини активна всегда. Кундалини шакти, прана шакти – это то, что пронизывает все. Это шакти Шивы. Это то, что находится в постоянной вибрации спанда. И дело в том, что нам просто доступны различные уровни восприятия этой силы. И вот здесь мы говорим о пробуждении этой силы, либо о том, что она у нас не пробуждена. В общем-то, это одно и то же. Две стороны одной медали. Человеку доступна энергия, жизненная сила, прана или кундалини шакти в определенном качестве и, я бы сказала, в определенной силе. Мы можем представить, допустим, электрический заряд разной мощности. Если мы, допустим, потрогаем оголенные провода, этот ток способен нас убить. Да? Если мы потрогаем, я не знаю, батарейку, то, в принципе, мы можем ничего не почувствовать. Да? То есть ток, энергия, она присутствует, но она обладает разным потенциалом, разной силой. И человеку прана, жизненная сила, дана в том количестве, в котором он на данный момент времени способен реализовать. Мироздание очень мудро, природа очень мудра. И если появляется какой-то нарост
на гармоничном теле мироздания, то все силы будут направлены на его удаление, гармонизацию. Поэтому если вдруг какой-то индивид пробуждает силу, которую он не способен управлять, но рано или поздно она просто самому этому человеку снесет голову. И человеку дана сила ровно в том количестве, чтобы ему хватило на потребности его кармической деятельности, на его бытовые нужды, на социальную жизнь. Для этого много не требуется. Но есть другой уровень энергии, более высокий, более сильный. Достаточно вспомнить историю из Пуран, где Шакти в воплощении Сати, супруги Господа Шивы, на Ягье подняла огонь, внутренний огонь кундалини Шакти и трансформировала свое тело, попросту сожгла его. Вот эта сила, которая обладает подобной мощью. И нам известны случаи святых, истории йогов, которые обладали тем или иным потенциалом данной силы. И в этом контексте я хотела просто показать, что на самом деле все есть уже. И термины, которые мы используем, пробудить, практиковать, ступени, это условные термины. А на самом деле все есть в самом себе и пронизывает самого себя. Кундалини Шакти, она присутствует, она всегда активна. Но она активна по-разному. Вот в чем вопрос. Да? Ошибка многих искателей школ неоадвайтических направлений в том, что немножечко почитав, послушав и восприняв информацию только лишь на уровне ума, не на практике, делают неправильные выводы, которые вводят их в заблуждение. Но раз все уже есть, все есть энергия, или все есть сознание, или все есть ум, то что типа делать, да? Ничего делать не надо. В таких случаях хочется сказать, идите накопите опыт. И, возможно, вам откроется истина немножечко шире. Если бы так все было просто. Хотя, с одной стороны, это просто, и с другой стороны, непросто. Так вот, да. Сила кундалини Шакти, она всегда активна, но она активна по-разному. И это несложно пронаблюдать. Если мы возьмем какую-то обычную социальную жизнь, например, есть люди более успешные, которые двигают огромными проектами, создают огромные бизнесы. На это нужна сила. Что это за сила? Это не сила мышц, вот этого вот мешка с костями. Нет, это другая сила. Это сила сознания. Сознание обладает силой. Сознание – это Шива, сила – это Шакти. А кто-то, допустим, не может начатое дело совсем простое довести до конца. То есть сила его Шакти очень слабая. Кто-то весь день чувствует себя бодро, в прекрасном состоянии здоровья, а кто-то валится с ног и хочет спать. Спит долго, пребывает в томасичных состояниях. Это уровень энергии. Это определенное состояние этой энергии. И когда мы говорим о пробуждении кундалини Шакти, мы говорим несколько о ином уровне энергии. Это гораздо другой уровень энергии, который расширяет состояние вашего сознания. И состояние сознания обычного человека, оно сужено. И спектр восприятия реальности у обычного человека очень маленький.
И он крутится, как правило, вокруг его тела. Ахамкара, эго, тело, ум и все, что с ним связано. Вот маленький круг его обязанностей. На самом деле здесь есть мудрость. Дано энергии ровно столько, чтобы человек смог гармонизировать то пространство, которое ему дано свыше. Ведь ты часть целого, и от тебя зависит твое окружение. Твое окружение связано с другим окружением и по цепочке с целым миром. И если ты не способен уравновешивать энергию внутри своего маленького пространства, так что ты будешь делать, когда кундалини-шакти рванет с какой-нибудь большей силой, и твое сознание просто... ты испытаешь шок. Вот что будет, да? Поэтому есть своя мудрость во всем. Мы ограничены ровно настолько, насколько есть способности воспринимать и ответственности за гармонизацию того уровня, который мы можем открыть. По сути, работа с энергией, с праной кундалини-шакти, она раскрывает ваше сознание. Постоянно происходит развертывание энергии и расширение восприятия. Можете представить себе пространство, огромное, бездонное пространство, в котором есть все, абсолютно любые возможности. Есть ситхи, мистические способности, есть абсолютно любые варианты. Не хочется конкретизировать. И человек находится в очень маленькой точке внутри этого пространства. То есть его сознание, оно сужено. И в поле его внимания попадает только вот то, что связано с его эго-личностью. Обслуживание этого тела. И праны ровно настолько. Но как только прана увеличивается, жизненная сила набирает более высокий заряд, обретает свойства определенной чистоты и частоты, то человеку доступны восприятия более широкие, соответственно, и возможности. И появляются некоторые способности, да, они могут появиться. И в этом контексте говорить о том, что мы пробуждаем якобы спящую силу, не совсем правильно, хотя мы должны как-то это обозначить, иначе все это потеряет какой-то смысл. То есть в этом плане кундалини, шакти, прана-шакти, маха-шакти, она всегда есть. Она не где-то в пространстве, в каком-то месте, в точке на карте. Она всегда в вас. Но вопрос, есть ли у вас к этому доступ? То есть, что вам доступно? Вот что? Вам доступно то пространство, которое вы сейчас просто способны вывести при помощи собственных сил. Ни больше, ни меньше. Потому что с новой силой появится новая ответственность. И в контексте ямы-не ямы происходит все то же самое. Тот же самый принцип. Яма-не яма – это не что-то, что мы взяли и внезапно открыли, или, допустим, поделали и бросили, или закончили, допустим, все, я вот закончил. Нет, этот процесс, он просто все время переходит на разный уровень. Точно так же, как и с кундалини-шакти. То есть вам доступен уровень энергии 1, дальше вы можете выше, выше, глубже, глубже, да, и достигать, обретать разные реализации при помощи йогических практик. Например, есть реализация мантр, и есть реализация
состояние унмани, есть реализация сахаджи самадхи, есть реализация нирвикальпа самадхи, савикальпа самадхи, есть реализация создания иллюзорного тела. Реализаций в йоге много. И нам они доступны ровно настолько, насколько у нас есть энергии. Насколько чиста и сильна наша прана. Точно так же яма-нияма, она обладает разными ступенями реализации. Вот как мы не можем сказать о том, что кундалини, вот у нас ее не было, а сейчас она появилась, и я ее пробудил, да? Неправильное выражение. Точно так же мы не можем сказать и про яму-нияму, что вот я раньше не делала, сейчас начал делать. Ну да, мы пытаемся обозначить процесс какой-то якобы сознательной деятельности, да? Но так или иначе он у нас все время присутствовал, просто в какой-то степени. На самом деле даже самые низкие безбожники, у них есть и своя яма-нияма на самом деле тоже. То есть свои какие-то принципы, которых они придерживаются. Потому что как только мы распустим яму-нияму, просто распадется вся форма. Она в какой-то степени, как и все, в общем-то, в какой-то степени всегда присутствует. Вопрос в степенях. Мы можем взять яму-нияму, допустим, на очень грубом уровне, на уровне тела. И опять же, на уровне тела мы можем тоже воспринимать разные ямы-ниямы от грубого уровня глубже, глубже, тоньше, 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 тоньше. То есть, допустим, какое-то взяли одно событие, осознали, что вот оно было нечистое, грубое, ну и в следующий раз можно этого не делать. Потому что я вижу последствия, последствия эти никому не нужны. Делаем выводы, что можно этого не делать в следующий раз. Да? Затем может произойти похожая ситуация, и вы увидите какие-то нюансы, более тонкие. То есть еще тоньше увидите яму-нияму на грубом уровне, то есть на уровне действий. А потом еще тоньше, еще. То есть уровней очень много. Затем мы можем взять, допустим, яму-нияму на уровне речи. И мы начинаем следить за чистотой речи. Не говорить лишних слов. Следить за правильностью передачи информации. То есть, опять же, вот когда говорить со словами, кажется, какие-то запреты, что-то такое ограничивающее, но это попытка просто объяснить. Просто это происходит на самом деле естественным образом. И оно всегда на самом деле в какой-то, опять же, друзья, в какой-то степени присутствует всегда. То есть мы живем в социуме, контактируем все время с разными энергиями. И, допустим, человек, если что-то сказал и видит, что слова его приносят какой-то разрушительный характер или нежелаемые последствия, он естественным образом делает вывод. Ну, значит, надо по-другому как-то в этой ситуации, да, обойтись словами, другими. И это и есть работа с энергией, просто уровни разные. То есть на самом деле мы как бы все это имеем, но в то же время мы зациклены на очень низком уровне осознанности. На очень низком уровне осознанности, и здесь низкий уровень энергии, низкий уровень ям-ниям и низкий уровень йоги и всего. Да? Йога идет глубже, 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 глубже. Есть еще более тонкий уровень ям-ниям. Это контроль на уровне ума. Если в действиях худо-бедно как-то еще кто-то может, допустим, контролировать ситуации, пытаться не совершать глупых поступков, хотя не всегда, наверное, да, на уровне речи, наверное, еще меньше людей, а вот на уровне ума это очень сложно, да, контролировать мысли. Вот попробуйте, да, чтобы к вам не приходили абсолютно низкие, непотребные мысли, да, низкие, разрушительные, демонические мысли. Вот попробуйте сохранить чистоту сознания и контроль ям-ниям
на уровне мысли. Это еще более тонкий, еще более сложный уровень. Но и здесь есть очень много подуровней. Поначалу, да, вы можете остановить разум, ум, движение потока сознания, что есть одно и то же, допустим, на грубом уровне. Мысли есть разные. Есть мысли очень грубые, когда вы повторяете внутри, как бы проговаривая вот про себя, как если бы вы говорили вслух, да, какую-то речь. Вот есть такие мысли. Это грубый уровень ума. Возможно, кому-то удастся и здесь, допустим, подчистить этот уровень, реализовать яму-не-яму. Да? Есть еще более тонкий уровень. Это уровень викальп, когда вот это такие тонкие мысли, они движутся как прозрачные фоновые картинки. Но это тоже уровень мыслей. И вот если вы сюда доберетесь, это еще более глубокий уровень ям-не-ям, еще более глубокая очистка потока сознания. И мы сейчас говорим, допустим, про аспект бодрствующий, но есть еще аспект сознания второй. Свапна, сон со сновидениями. И если, допустим, вам удастся реализовывать ямы-не-ямы в этом состоянии сознания, вот тогда мы можем уже говорить об определенной йогической реализации. Например, состояние джаграт – это бодрствующее состояние сознания, когда тело активно, мысли, чувства активные. Здесь у нас есть такой интересный аспект который разум, я его назову разум сейчас, тот аспект, который может тормозить мысли, блокировать мысли ненужные и, допустим, оставлять нужные. То есть уровень развлечения, вивека, разум. Как правило, во втором состоянии сознания, в свапне, сон со сновидениями, у многих этот аспект, он заблокирован. То есть там происходит что? Полное развертывание того, что мы в бодрствующем состоянии сознания запрятали. Например, вы можете себе в бодрственном состоянии сознания сказать, что вот это желание, все, оно мне уже не нужно. Нет интереса, я его прожил. Все, точка. Если это чистая правда, вот вдумайтесь, чистая, вот слово чистый, чистая правда, тогда мысли об этом, они просто не появятся. Ни в каком из состоянии сознания. То есть они не будут создавать вам новую карму. Но если эта правда не чистая, то есть если вы разумом понимаете, что вот не надо бы этого больше делать, вот, ну не нужно оно мне, но где-то еще какая-то часть вас, назовем ее подсознанием, она еще немножечко вот хочется поиграться с этим желанием. И вот есть такое, есть влечение, да? И тогда это не чистая правда. То есть эта правда, она замутнена желанием. На самом деле вы можете даже в моменте, когда вы себе говорите, что вот я все завязал с этим желанием, вы можете это увидеть, но не все могут это видеть. Некоторым этот уровень недоступен, они могут себя обманывать. И что происходит во втором состоянии сознания, в свапне? Там отсутствует уровень контроля. И вот то, что мы как бы чуть-чуть такие припрятали, вроде бы разумом понимаем, что может уже и не надо, да ладно, но может уже говорит о том, что это не чистая правда. Потому что чистая правда, она чиста. Ты просто говоришь да или нет. Просто и чисто. Но если может, а вот подумаю, а вот такие сомнения, да,
это не чистая правда. То есть здесь еще есть какие-то самскары, связанные с притяжением, желанием. И во втором состоянии сознания, свапне, сон со сновидениями, все это просто вываливается наружу. И вы можете видеть образы сновиденческие, где это желание, вы просто к нему прям с удовольствием прилипаете, и вы просто не способны контролировать в этом состоянии свое сознание. То есть в бодрствующем состоянии вы себе говорите: нет, не надо, я завязал там, все пройдено. А в состоянии сновидений все наоборот. То есть вы видите образ с этим связанный, и вас туда влечет. И вы с удовольствием прям досматриваете сон, прилипаете, и вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну, я утрирую, но вот такое тоже бывает, да. Но если уровень вашей праны, а значит и уровень осознанности, а это значит, что вы практикуете йогу, достаточно высокий, тогда ваша нияма, яма переносится и сюда. Она не может не перенестись, это закон, потому что вы – это не просто аспект бодрствования, вы – это очень много, вас много. И когда вы ямы-неямы переносите сон со сновидениями, то есть, грубо говоря, ваше поведение во сне со сновидениями точно такое же, как и в бодрствовании, вот тогда мы можем говорить об определенной реализации в йоге, об определенном уровне, который намного-намного выше. И вот теперь посмотрите внимательно. Яма-нияма во втором состоянии сознания. Поведение точно такое же, как в состоянии бодрствования. И давайте отмотаем назад. Самый низкий уровень осознанности, где человек даже действия не способен контролировать. Вот как вы думаете, есть разница? По-моему, разница такая нормальная. Есть еще больший уровень состояния сознания сна без сновидений. Так вот, я что хотела сказать, что яма-нияма никогда не заканчивается. Она пронизывает реальность просто на разных уровнях, мы ее воспринимаем по-разному. И доступ к ямам-неямам, ровно как и ко всем йогическим практикам, он разный. И это беспредельная глубина. Поэтому, если вам кто-то говорит, что я там яму-неяму делал и поделал, либо этот человек не понимает, что он говорит, либо он врет. Это невозможно. С повышением уровня осознанности вы способны проникать в все более глубокие и более тонкие слои вашего сознания. Это как с кундалини-шакти. Можно немножечко пробудить ее, и она чуть-чуть шевельнется в чакрах. Вы можете даже обрести какой-то опыт света в чакрах путем поднятия кундалини-шакти. А можете обрести реализацию за пределами чакр. Это колоссально разные уровни энергии и реализаций. Сарвамангала.